сравнивали лицензированные и нелицензированные бизнесы. В столице прошло межведомственное совещание по реформе регуляторной гильотины или Zero Plus. Представители 32 госорганов собрались для того, чтобы пересмотреть актуальность всех справок, лицензий и разрешений, которые они выдают. Как я выше отметил, сегодняшнее совещание у нас предназначено по вопросам регуляторной гильотины. Это достаточно широко распространенная практика во всем мире. В разных странах по-разному называется. Составляют и реализуют различные подходы. Где-то его называют Zero Plus. Но у нас в распоряжении это указано как регуляторная гильотина. В чем смысл этой гильотины, уже Чорат Саидович сказал, я как бы подробно об этом не буду останавливаться. Единственное, я хочу отметить, что данное распоряжение и данная инициатива, данная реформа осуществляется в рамках указа нашего президента по дебюрократизации и повышению эффективности системы государственной службы. Проект регуляторной гильотины направлен на очистку правового поля от устаревших и дублирующих требований, мешающих бизнесу и инвесторам. Из 32 ведомств отчеты предоставили 27. По итогам совещания началась проверка качества. Если ведомство не исправит ошибки вовремя, документы могут просто отменить. Потому что часть тех документов, которые мы в списке этом увидели, они носят такой исторический характер, когда были приняты ранее по каким-то причинам, которые сегодня уже утратили свою актуальность. И сегодня мы можем смело некоторые документы разрешительные, просто их убрать как ненужные, как невостребованные, которые не влияют ни на бизнес, ни на безопасность и другие сферы эффективного развития страны. Также на совещании представили 3 новые инициативы Кейинги Кызмат. Это проактивные госуслуги. Например, родился ребенок, свидетельство родителям выдается автоматически, без заявления. Узаконен брак. В базе данных сразу меняются необходимые данные супругов. Все быстро, удобно и без походов по инстанциям. Территориальная гильотина власти предлагают сократить один из уровней управления, либо областной, либо районный. Сейчас 3 уровня. Это дорого, медленно и часто дублируется работа. При цифровизации это уже лишнее. После проработки всех их предложений мы оперативно будем направлять в Министерство экономики, в Национальный институт стратегических исследований и совместно со всеми консолидированно принимать решения, которые будут не только учитывать мнение бизнес-сообщества, но и в целом это будут, я думаю, те решения, которые решаемы и исполнимы в последующем. Помимо этого было предложено провести токенизацию недр. Это новая технология. Право на месторождение и ресурсы переводится в цифровую форму через блокчейн. Это удобно, прозрачно и безопасно. А главное, доступно для инвесторов со всего мира. Лицензирование, выдача различных документов – это, так скажем, во многих государственных органах вошло в привычку. То есть и никто не хочет как бы избавляться, отходить от этих уже принятых традиционных вещей. Поэтому это и есть реформа, да, она не может не проходить без боли. Мы это понимаем и готовы преодолевать различного рода, так скажем, несогласия или приходить к какому-то консенсусу. Все эти шаги направлены на одно – сделать работу государства проще, быстрее и понятнее для людей. Как отмечает ведомстве, это еще один шаг к открытому и современному Кыргызстану. Адилет Тимирланов, Мейрмек Джусупбек Уулу, ЛТР Бишкек.